первый снеговичок в Таллине. Какой хорошенький. Привет, зима. Привет, мои хорошие. Тере мукаллит. Муармсат мукаллит. Я приветствую вас из Эстонии. Это я вам на эстонском наговорила приветов. Мы давно с вами не были в Лидл. Мы как-то его почему-то забыли. Что-то как-то я его разлюбила, что ли. Надо влюбиться обратно. Так что сегодня посмотрим, что у нас интересного в магазине Lidl. В Таллине погода – это что-то. Снег, сугробы. В общем, поднимаем все настроение в магазине. В магазине Lidl. Слышала о том, что появились не только тележки в Lidl, но это уже давно. Это я так давно здесь не была. Но и маленькие корзинки. Якобы теперь тоже есть в Lidl. Правда это или нет? Правда. Ничего себе маленькая. Да. Томатный сок по 89 центов. Яйца 3 евро. Розы по 4 букет. Майонез огромный, кстати. Знаете, вот эти заправлять все эти салаты и все такое. Большая банка, почти килограммовая. 2 евро 49 центов. И пошло. Рождественские адвентовские календари. Стоят 89 центов некоторые, тоненькие. Корм птичкам. Корм птичкам берем. Синичкам берем. Шарики птицам берем. Берем. Сейчас муж скажет, зачем я взяла маленькую корзинку. Консервов много по евро 60. Тунец по евро даже есть. Евро 0,9. Шпроты копченые в масле. Евро 39. 300-граммовая банка. Очень большая банка. Нравится мне овощной в Lidl. Вот это мне нравится. У них лук всегда хороший, не вонюченький внутри. Не вонюченький. 99 центов пачка. Вот это всегда здесь хорошая. Салаты всякие. Цены, ну, ничего такого, знаете, особенного. Муж несет мой любимый паштет. Покажи, сколько стоит. 88. 88 центов. Польский паштет Дуда. Обожаем вот это вот его. Вот. Сам Дудя. Это вообще в честь президента Польши. Шоколадов сколько хотите. 89 центов большие, 95. Мы мимо проходим. Я не хочу его видеть. В кофе мы разлюбили. Кофе в другом месте. Кофе из Lidl мы разлюбили. Теперь мы любим InCup. Вот этот. Здесь всякие сладости. Шоколад такой покачественней. Евро 99. Вот наверху со вкусом карамели. 70% какао массы и 56. Всеми любимые мятные вот эти такие шоколадки, как вот стоят, с мятой. Я вот мяту терпеть не могу, поэтому... А люди очень любят. Ну, так, что-то я как-то все не там, где надо. На развес конфет много всяких. 3 евро, 5, 9, 6, 7 евро за килограмм. Здесь всякие хлебцы, печенье. Вот эти очень вкусные. Очень. Вот эти тоже. Стоят они 2,99, 2 евро 49 центов. Орехи. Здесь мне нравятся очень орехи. Всегда здесь беру грецкие, потом добавляю их в кашу или куда-нибудь вот к Кристине так вот посыпать, знаете. Они не трухой, цельные, хорошие. 2 евро 62 цента. Фисташки по 4 с лишним. Ну, орехи всегда дорогие, да? Так, что у нас здесь по компаниям? Свиная печень, евро 99 килограмм. И свиной фарш, евро 29.
Да, цены-то отличные. Евро 29, 400 грамм. 400 грамм. 5,99 килограмм с этого шашлыка свиного. Так, здесь что? Яйца евро 99, 2,49. Фарш из говядины 3 евро 19 центов. Здесь в пачке 450 грамм, то есть полкило. Косточки по 8. Косточки дорогие. Свинина. Свиные ребрышки 5 евро 48 центов. А здесь салаты, полуфабрикаты, тесто, наггинсы и прочие радости. Квашеная капуста. Здесь рыба, но вот рыбу не знаю, мне как-то не очень отсюда. Евро 89 вон наверху. Атлантическая селедка. Пиццы по 3 евро 35 центов. Атлантическое филе сельди. Здесь 800 грамм 5 евро. А красная рыба 3 евро 19 центов. За килограмм 15. 200-граммовая это. Это, кстати, по-моему, неплохая цена. Муж хорошо разбирается в этих ценах, надо позвать. Какая-то намазка на хлеб 99 центов с рыбой. Что это такое, непонятно. Морского окуня копченого дяденька берет. Так, а мы с вами идем дальше на компанию смотреть. Видите, написано компания. Утка начиненная грибами. 4 евро 29 центов. Я ее здесь не вижу. Фарш евро 29, 400 грамм. То есть вот эта пачка евро 29. Где вы в наше время видели такие цены? Евро 39, полкило ножек вот этих куриных. Полкило евро 39. А вот индюк 7,99 за килограмм. А ножки предельно дешевые. Евро 39. Коробка целая. Сосиски, кстати, у них неплохие, но не все. Так, здесь что? Рыбу вижу, какую-то филе. Здесь опять то же самое. Все вот эти. Фарш, то, что мы с вами смотрели уже. И сиапалиха 3 евро 99 центов за килограмм свинина. Неплохие куски. Тут всякие колбаски и прочие. Тоже радости. Как-то не знаю. Что-то я как-то разлюбила отсюда. Но вообще, в принципе, неплохо. У меня бывает так, знаете, люблю, потом как разлюблю. Вот так. Креветки 350 грамм, 3 евро 49 центов в коробочке. Брали мы их, по-моему, где-то на Мальте, или я уже не помню где, и не понравились они. Так, еще здесь целая витрина, компания. Вот здесь мы с вами посмотрим, что здесь такое со скидками. Салями 3 евро 19 центов. Небольшая колбаска вот такая. Видно, что твердого копчения. Красивая. Анчоусы филе маринованные 2 евро 29 центов. Сыр чеддер 2,99. Вот такой, 120 грамм небольшой. 3,29 пармезан. Пармезан, а это десерты. Так, здесь какой-то был сыр. Сыр. Томат, помидор с базиликом. Вот такой-то мягкий сыр. А? Молоко появилось нормально. Да ты что? Ага. Десерты 3 евро 49 центов. Какие-то вот такие большие. Вид очень вкусный. Но нам бы с вами схуднуть, поэтому мы это положим обратно. А такой типа тирамису. Тирамису делаю я сама, и неплохо.
Поэтому бог с ним. Масло, вот очень красивое, 250 грамм. Делюкс масло стоит. А это бри, кстати, это сыр бри с начинками. Этот был с томатами. А масло стоит 2 евро 39 центов. Это вот пачка. Так, что тут еще? Сушеная ветчина, куйва, это тут синг. Ну, хамон, наверное, да, можно сказать правильно. 13 евро 99 центов. Вот такой кус, килограмм. Вот, это кто любит. Докторская колбаса 2 евро 19 центов. Морской окунь 7 евро 79 центов за килограмм. И вот этот вот кусочек, сколько стоит, не знаю, не вижу. Так, ну тут всякие солями, ветчины тоже, кстати, неплохие. Йогурты по 2,79, целая упаковка. Солями 2,99 и евро 19. Вот эта ветчина свиная. Это, кстати, неплохая вещь. Вот это очень вкусное. Пробовала, это вкусно. Так, а это у нас домашний сыр Кодо-Юст. 89 центов, здесь 250 грамм. Молоко по евро появилось эстонское нормальное. Потому что молоко в Lidl, не знаю, как вам, нам не нравилось от слова совсем. Какое-то сладковатое, противное было. Десерты по 69 центов. А это пикантный салат сырный салат. Ну, знаете, такой вот интересно. Что за пикантность? Может попробовать его на хлеб, знаете, на бутерброд вот такой. Что-то меня как-то от колбасы воротит, не могу. Возьмем, попробуем. Так, а это шоколадный десерт. Творожный крем. Вот этот надо Кристине взять. Это она у нас любит. Персиковый или майца с томата. Или без вкуса. Без вкуса. Или ваниль. Наверное, ваниль возьму ей. Да. Насчет корзинки-то, конечно, муж был прав. Сыр. Сыр активно здесь все берут. Это твердый сыр. Очень хороший сыр. Евро 89 цена и 2,79 обычная цена для нас смертных. Что такое евро 89? Это карточка Lidl. У нас скачана в приложении у всех. Яйца перепелиные. Вот это бы, наверное, я бы взяла Кристине. Мама не любит перепелиные яйца. Они даже не ломаются, не похожи на яйца из скворечника. Она говорит, я не могу это в рот взять. Да, это правда. Но полезно. Кристине особенно. А это уже готовый гуакамоле. Нас Сандра с вами учила, помните, авокадо, чили, перец, помидоры, намазывать на тост. И Сандра делала гуакамоле сама. А это тут уже готовый. И стоит он евро 99. А здесь все как-то пусто. И по моим рукам что-то потекло. О, я уже куда-то вляпалась. Так, солями вот по 2,49. Вареная колбаса по евро. Тоже неплохая. Вот все эти солями очень неплохие. 2,90 вот это. Она очень вкусная. Знаете, даже на новогодний стол это твердого копчения солями. Вкуснейшая штука, хочу вам сказать. У них колбасы, у них очень неплохие. Которые копченые, вареные не пробовала. Копченые курочки здесь. Сыр 5 евро 49 центов. Большая такая упаковка, там 800 грамм. А сам килограмм 6 евро получается. Тедди Бе. Паштет, что ли, вроде. Спред. Написано. Ой, какая колбаса здесь есть в виде мишки. Здорово. И вот такая солями в виде солями. Не в виде, а там солями. 2,79 вот такой сыр. Сыр тоже здесь неплохой. Пробовала. Разный отсюда. Особенно вкусен чеддер. Подорожал, но он безумно вкусный. Чеддер вот этот.
Ну и этот тоже, просто тот нарезной. Все сыры здесь неплохие, да. Посыпные. Такие вот еще намазки всякие. Вот эти сыры тоже довольно вкусные. Здесь еще сыры. Ну, как-то мы с вами на канале давно, правда, дегустировали все эти сыры. Кто нас смотрит давно, тот знает. Кто не видел, вбейте «Дегустация сыров», по-моему, на канале, вот через лупу, там в шапке профиля. А мы с вами пробовали и с песто зелененький, мимолетто оранжевый, по-моему, тоже пробовали, с клюквой, насколько я помню, этот, и разноцветный, вот этот мы пробовали. Знаете, честно, не очень там что такого потрясающего на вкус могу сказать, но, в общем, интересно. Довольно так, интересно, да. За килограмм они по 19 евро за килограмм стоят. Мимолетто совсем не такой, как во Франции, пародия, 3 евро кусок такой. Пародия и очень такая нехорошая пародия. Камамбер тоже есть, 3 евро с 69 центов. Масло вот это тоже их вкусное, 2,64. И есть топленое масло, или как это? Ну, в общем, когда оно такое? 7,59 объяснила. Майонезы мы с вами уже посмотрели. А вот масло 85 центов. Но тут, правда, 180 грамм. Йогурты всякие, это здесь все. Адвент календари по 89 центов. Даже евро нет. Все наши цены в евро. Мы из Эстонии. Это на всякий случай для тех, кто только включился или недавно подписался. Сырочки. Сырочки здесь тоже дешевые, по 16 центов. Даже при открытии они были 19. А сейчас, смотрите, 16. И вкусные. Ничего, такие эти, например, в полном шоколаде. Нет, не эти. Вот эти, 39 центов. Это как замена пингвина. Знаете, пингвин вот этот? Вот такой же. Нисколько не хуже. И очень еще, знаете, что мне здесь нравится? Мне не нравится у них молоко совсем, но мне очень нравится у них сметана, очень густая. Евро 35, вот эти десерты очень тоже вкусные, но дорогие. Творог тоже, кстати, хороший, особенно в ведре, который для чизкейков, для запеканок, для чизкейков, заговариваюсь уже. А сметана, она же прямо, смотрите, стоит. Вот хорошая. И в банках, и не в банках. Так, а для чизкейков не вижу сейчас этого творога, к сожалению. А вот молоко их в Вольте нет, польское нет вообще. Построили какие холодильники. Здесь как-то не было таких, только низ был. И здесь тоже компания пиццы, креветки. Вот тоже уже про Новый год люди писали. Креветки прямо с соусом. Вы их так раз, и вам закуска на стол. Кто-то говорит вкусно, кто-то говорит резиновые. Не пробовала, не могу советовать. Морепродукты замороженные. И стоят эти 5,99, что ли, на эти креветки. Или это не креветки, это вирбу. Креветки эти. Здесь тоже все по компании. Наггетсы с индюком 4 евро 44 цента. Мороженое 3,99 коробка. Мусака 3,99. Ну, с такого духа. Еще там что-то по компании. Пойдемте посмотрим. И перейдем в товары, которые... Промтовары. Тут всякая одежда, всяких инструментов, игрушек. 3,99, а мороженое. Вот здесь вижу. Здесь еще всякого. Сосиски в банке. Вам надо сосиски в банке? Это для хот-дога. 3,29.
А это для блинчиков смесь. Здесь 200 грамм, евро 49. Вы сюда добавляете, по-моему, молока, делаете шейк-шейк, танцуете 3 раза в одну сторону, 3 раза вокруг себя в другую сторону. И потом прямо выпекаете вот эти вот блинчики, и эту бутылку выкидываете. Евро 49. Интересная штука. Не пробовала, правда. Блины не пробовала, танцевать пробовала. Их редко когда достанешь. Масло. Здесь всякие вот бывают дни, там, допустим, греческие дни там или итальянские дни, и тогда всякое вкусное продается. Это 10 евро комплект масла и уксуса. Вот такой вот. Сразу вам раз и готово. И вы в дамках. Итальянские макароны. Я не знаю, какие дни сейчас здесь. 2,69 ранно карпит, эти, как они? Мидии маринованные. Наверное, дни Италии. Сейчас масло. А тут пошла одежда. И одежда, игрушки. Здесь очень море всего. Мороженое, кстати, тоже здесь вкусное, но смотря какое. Смотря какое. Сейчас такой холод, как-то, знаете, про мороженое разговаривать-то и не хочется. Теплая кофта. Так, это детская. Ага, игрушки елочные, я имею в виду. Елочные игрушки 2,49 от коробками. Олени, гирлянда 19 евро. Деревце вот такое черное. Есть белое, маленькое. 7,99. На окна, знаете, вешают вот так, прямо на шторы вот и гирлянду. 14 евро, 8 евро. Вот здесь что-то забирают последние. Забирают. Так, здесь еще адвент-календари, шоколады 2,79. Вот такой гигантский шоколад с воздушным рисом. Он настолько воздушный, что его можно держать на одном пальце. Вид большой, а интересная такая, прикольный подарок. Знаете, в гномику так, в носочек. Или Кристине, друзьям на день рождения. Здорово. В общем, всякий шоколад. Конфеты Мерси 4,99. Вкусные, да? И здесь все возможные пипаркоки, пряные печенье. 3 евро 79 центов. Ох, это все очень вкусно. На подарочек вот такие из сдобного теста. Большая коробка 10 евро. Вот такая. Тоже подарок неплохой. Штолины. Верите, я никогда в жизни не пробовала штолен. Это что, как кекс, да? Он, я всегда щупаю, он такой какой-то очень крепкий. Какие-то конфеты. 6 евро. В общем, что здесь? Чего здесь только нету. А все цены здесь сверху вниз. Не вот так. А отсюда сюда, отсюда сюда. Очень часто путаются люди. Я взяла за 4 евро, почему она там столько? Это все не так здесь, надо смотреть внимательно. И 79 центов, вон какие шоколадки, видите, наверху. Тоже с рождественским Дедом Морозом класть в носки в гномику. Макарон очень много сейчас. Разноцветные, евро 79, называется рождественская паста, потому что вся паста вырезана в виде елочек, подарков, самых натуральных. Подарки, елочки, звездочки, кометы и так далее. Евро 79, здесь 500 грамм. Выбор за 6 евро выбор разных соусов. Тоже такая подарочная. Можно, знаете, корзину можно большую, подарочную корзину собрать. Такую так вот завернуть, и будет вам подарок. Если делаете подарки, надо сделать кому-то. Вот, всякие масла. Мне бы вот какое-нибудь бы масло бы маленькое бы. А какое, не знаю. А это шоколад ручной работы. 3 евро 49 центов.
100 грамм. Что в магазинах, в других они там и по 10 есть, а здесь вот довольно большой и 3,49. Это уже не такая, не 10 евро хотя бы. А вот здесь я вот хочу какую-нибудь маленькую бутылочку оливкового масла, крошечную. У меня большая недружба с оливковым маслом. Очень недружба. Не могу, не понимаю его, не люблю, горько, противно. Вот я смотрю, какая маленькая. Попробовать, может быть, оно ничего. Но оно опять с бальзамическим чего-то. Значит, будет опять кислое что-то. Где-то я пробовала на Мальте, по-моему, пробовала оливковое. Там безумно вкусно было. Здесь вот везде сколько покупаю, мне не нравится. 7 евро вот такой набор. И подарок гарантирован. Ну и здесь текстиль, игрушки, фритюры для декора, для для рукоделия, обувь, носки, штаны. Что-то только нету. Подушка. 10 евро 50 на 70. Куртки. Ну, в общем, здесь, сами понимаете, всего не обозреешь. Лопата. Все для машин, для инструмента, наверное, для строительства. Игрушек много, всего. Но, в общем и целом, вы поняли. Платье. Ну, вот так вот. И это только еще небольшая часть этого магазина. Еще есть дальше там, где масла, приправы всякие и так далее. Свитер 7 евро. Минус 50% сейчас. Вот такой вот нежненький и черный. Красиво. Еще, я знаю, очень гоняются почему-то вот за такими подарки, кстати, часто дарят. Вот идея вам. 19 евро 99 центов. Ну, 20. Вот такая коробка. Покрытие, не знаю, что за покрытие. И там вся ящичек, там разные сорта чая можно положить, кофе, капсулы. Так вот закрываешь, это такой вот ящичек стоит у вас. Здесь, по-моему, не скользящее что-то такое покрытие. Вот это за этим всегда бегают. Я знаю, что Lidl любит вот из-за этих, не знаю. Просто вдруг кому надо. Пароварка 40 евро. Украшение, вот так вот блюдо, чтобы туда разложить закуски, 10 евро. Вафельница 30 евро. Бутербродница 25 евро. Еще вафельница разных конфигураций. Пароварка 60 евро. Косметика и мыло. Вот косметика, мыло, пасты. Вот у них очень дешевые, вы знаете, неплохое качество. Мыло 44 цента. Шампуни есть по евро 50. Это, по-моему, я не знаю, чья это, итальянская, испанская, вот это евро 59, это вот специальная карточка плюс, которая называется. Значит, 2 евро шампуни, евро 70, ну, так неплохо. Я вот здесь, знаете, что возьму сейчас? За евро 99 возьму мыло для кухни, ну, для рук. Оно говорит, большое здесь, и для кухни нормально. Евро 49, вот такое красненькое, или сиреневое. И евро 58, вот такое огромное. Но она надоедает, поэтому я беру поменьше. Такие хорошие. 2 евро 39 центов. Евро 39. Вот. Я, кстати, пользовалась им довольно долго, ничего было. Евро 39. И шампунь, и кондиционер тоже евро 39. Неплохо. Кремы, кстати, для лица 2 евро 99 центов. И еще говорю, что здесь неплохие духи, вот 5 евро, что здесь есть какие-то аналоги, запах этих аналогов там с какими-то хорошими духами. Не помню, там прям где-то видела их сопоставление, сейчас не вспомню. Вот этот, по-моему, похож на Жадор или как-то так, 3 евро, вот не вспомню. Но читала. Что-то не очень он похож на Жадор. Ну, в общем, кремы, так вот, я просто вам все идеи на подарки пытаюсь, что недорого и вот так.
Потому что есть коллеги, есть, знаете, там далекие друзья, близкие друзья, и можно что-нибудь такое. Вокруг глаз крем евро 49, так наложили туда, все красиво завязали. Химия здесь тоже хорошая, не знаю, мне нравится. И соли, таблетки, и ополаскиватели здесь, и все такое. Вот 3 евро. Ну, сейчас уже не будем с вами углубляться в эту тему. Наверное, достаточно. А маркизу надо взять каких-то вкусных кошачьих палочек. Вот это тоже. Ну, в общем и целом, вот такой здесь магазин. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хороших вам покупок, хороших вам скидок. И чтобы у вас, у ваших родных было все хорошо. Всех обняла и поцеловала. Пока.